Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего совсем не ждете, а это точно скоро случится. Загадайте, пожалуйста, на себя. Задайте вопрос от своего имени. Так и спросите, чего не жду, но что скоро само случится. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, моя хорошая цыпочка готова. Так, давайте по порядку пойдем. Не ждете вы, что какой-то человек костер попытается разжечь. Костер — это все-таки про любовь, про страсть. Может быть, это тот, кто вам нравится. Может быть, это тот, с кем вы прям давным-давно когда-то встретились, поженились, 30 лет вместе прожили. Да, как отношения холодные, либо отношений нет в принципе. И не ждете, что человек разожжет костер, но он уже этим занимается, либо она этим уже занимается. Костру быть. Здесь костер очень большой, и страсти будут, любовь будет, счастье будет. Как человек все сделает, прям очень постарается для того, чтобы вас согреть, обогреть, да, зажечь в ответ. Хороший на самом деле знак. Но мне почему-то кажется, что вы уже знакомы, либо вы давно вместе, и отношения, они как угольки, да, как был костер, но он затух. А теперь ваш партнер еще раз будет его разжигать, причем гораздо ярче, чем было до. Дальше не ждете, что какой-то человек будет отвечать за свои поступки-проступки. Здесь какой-то очень плохой человек, очень много грехов за этим человеком числится. Этот человек, прям как отродье, не знаю, исчадие ада. И ничего не берет этого человека. Вы не ждете, что человек ответит. А именно так оно и будет. Смотрите, может быть, как-то технично, ловко человек избегал ответственности, либо как удавалось, да, избежать. Но здесь показано, как одним днем все решится. Либо одним днем все эти грехи тяжелыми камнями прям на голову упадут. День суда, да, судный день для этого человека идет. Смотрите, вы не ждете, но вы хотите, да. Есть такой запрос. Но когда это начнет происходить, вы даже немножко испугаться можете, сказать: о боже, что происходит, да? Отвечать придется, за все сразу придется отвечать этому человеку. Дальше. Не ждете вы чьего-то приезда. Видите, человек уже ботинки надевает, примеряет, можно так сказать, уже собирается к вам ехать, либо собирается прийти к вам на порог. А вы не ждете, да, возможно, вам даже предупреждение, что успей, подготовься, уже ботиночки примеряет, либо надевает, держит дорогу в ваш дом. Не ждете, что золотая рыбка к вам в руки попадет. Золотая рыбка — это на самом деле как возможность исполнить свои желания, либо возможность загадать и получить исполнение. Рыбка здесь шикарная, у нее очень длинные плавники. Это значит, что все будет исполняться очень быстро. Да? Не успеете загадать, и уже все исполнится. Эта рыбка не просто так вам плывет, а ее как небеса к вам посылают. Посылают за прошлое, за какие-то прошлые хорошие деяния, прошлые хорошие поступки. Как заработали, честно заслужили. Так, не ждете вы, что какая-то ситуация на работе решится, либо как на работе что-то успокоится. Кажется, что вы как на вулкане сидите. То ли у кого-то конкретно к вам претензии, то ли у вас какое-то шаткое положение, то ли в принципе, да, сама по себе организация, фирма, либо предприятие, где вы работаете, как на ладан дышит. Ощущение, что сидите на вулкане. Но тут показано, что вулкану не дано взорваться, да, не будет извержения. Подымит и затухнет. И вы такая: ничего себе, да,
все такие напуганные ходят, никто не знает, что их ждет дальше, вы не знаете, что будет с вами, да, как сложится ваша судьба, ну, рабочие, да, моменты, карьера. Вот. Ну вот подымит и затухнет, как будто бы ничего и не было. Так что лишний раз не нервничайте, успокойтесь, все с вами будет в порядке. Дальше. Здесь у меня люди очень сильно поругались. И показано, что вы как хотели избежать конфликта, но вот не получилось, да. Тот, с кем вы поругались, человек очень эмоциональный, очень горячий и такой, знаете, упрямый и даже в какой-то степени агрессивный. Вот. Вы поссорились, вам тяжко на душе, вы не ждете, что будет примирение. Либо вы думаете, вот с какой стороны подойти к этому человеку, да, чтобы можно было помириться. Вот пока вы думаете, тот другой человек уже пытается что-то делать. Либо уже, знаете, остыл, дальше некуда и очень сильно пожалел о том, что ссора произошла. То есть здесь какое-то скорое примирение мне идет. Причем инициатива от того другого человека последует. Ну, а вы, конечно, порадуетесь и примите это событие, да, эту ситуацию примите. Вам будет приятно. Так, мужчина в лапах паука. Как будто бы вот добровольно он сдался этому пауку, либо в лапы идти попал. Весь как будто бы в паутине запутанный. То есть, возможно, какая-то женщина мужчине заморочила голову. Это может быть и соперница, это может быть и родственница, да? Вот, но он как-то добровольно на все это пошел. И вы такая пытались, конечно, его спасти, но уже рукой махнули, думаете, нет. Этого уже не спасти, тем более он сам хочет в паутину попасть. Как же сильно вы удивитесь, когда этот мужчина начнет с этим пауком сражаться. Причем здесь такое сражение не на жизнь, а на смерть. Да? Вот кто кого. Они там очень сильно разругаются, в пух и прах разругаются. Разругаются так, что там не видеть друг друга не захотят, не общаться. И это прям на года пойдет, там на десятилетия у кого-то пойдет. Так что не переживайте, все будет так, как надо. Очень сильно они там поругаются. Сейчас, может быть, они там обнимаются, целуются, да, и у них там полная гармония и взаимопонимание. Но до конфликта там буквально 5 минут осталось. Конфликт будет страшнейшей силы. И надолго, вот прям у кого-то даже навсегда разойдутся их пути дороги. Прям 100%. Подумайте, кого вы считаете паучихой, кто вот сети эти свои паутины плетет, интригами занимается. Вот именно с этой женщиной мужчина очень сильно разругается. Так, а еще здесь показано, что вас куда-то приглашать будут. Приглашать. Причем не просто вот в дом чей-то приглашать, а приглашать вот даже как посетить город, либо страну. Да, у вас то ли знакомые какие-то есть за границей, то ли в другом городе. Вот вас будут звать, приглашать, вот погостить, приехать, посмотреть. Да, вот как-то так идет с правой стороны. То есть если вы согласитесь, все очень хорошо будет. Да, вы точно не пожалеете, получите удовольствие. Ну, либо если это, например, мужчина иногородний, либо иностранец, то, возможно, и завяжутся очень полноценные отношения. Вот, так что вас скоро пригласят. И если вы поедете, точно не пожалеете. Еще вы не ждете, что вот ребенок, что-то с ребенком, да, вот ребенок как будто бы как шалтай-болтай, да, что попало делает, там проблемы постоянные, не слушается, огрызается, как даже невменяемый в какой-то степени. Это может быть и мальчик, и девочка, и опять же маленький и взрослый ребенок. Вот, не верите, уже не ждете, что что-то будет меняться. А меняться точно будет. Вижу, что ваш ребенок за голову возьмется, чем-то увлечется, ну, либо кем-то увлечется и прям на глазах будет меняться. Ну, если ребенок взрослый, может быть, влюбится, потому что в девочке соответствует, либо парню, да, прям другой образ жизни будет вести. То есть и с вами все наладится, и доверие между вами формируется. Прям тут-тут-фу, но очень как-то резко, быстро все поменяется между вами. Но причина – это увлечение, да, увлечься каким-то человеком, либо увлечься, может быть, каким-то хобби, да, какой-то интерес в жизни, да, вот из-за этого все произойдет. Но опять же время, да, может там гормональный фон стабилизируется, да, и ребенок начинает взрослеть и понимать, что вот зря я так, да, там с родителями ругаюсь, либо зря я такой образ жизни, например, не очень путевый веду, как-то вот здесь решится. Ну а если ребенок взрослый, например, там
какие-то дурные привычки, опять же, образ жизни какой-то не тот, то, например, влюбится и захочется быть лучшей версией себя, будет меняться, и с вами отношения наладятся, и от дурных привычек откажется. То есть как бы все очень славненько тьфу-тьфу решится. Так, еще вот здесь показано, что вам как откупные какие-то будут предлагать давать. Но здесь как виноватый перед вами человек пытается каким-то материальным, да, чем-то материальным откупиться. Тут, кстати, славное предложение, но у вас гордость, да, вы, скорее всего, из-за гордости будете отказываться. Смотрите, у вас-то выбор невелик. Гордость гордостью, но тут как бы про материальное говорится. То есть или вы получите что-то, либо вы из-за гордости ничего не получите, и так и дальше будете сидеть и гордиться. Подумайте, что гордыня – это все-таки один из грехов, да, и, возможно, сделать скидочку, ну, вот как-то нужно, да, в отношении этого человека. Тем более я вижу, что человек от чистого сердца пытается не только попросить прощения, но и чем-то материальным искупить свои грехи, ну, либо компенсировать чем-то материальным. Вот. Ну, конечно, вам решать и судить, но вот вижу, что предлагать вам вот много будут предлагать. А вы все равно как-то вот так отвернулись, не хотите даже смотреть. Дальше, мои хорошие, не ждете вы каких-то проблесков на работе, в своем собственном деле. То есть у вас есть какое-то положение, ну вот какую-то нишу вы заняли, вы там вот прям окрепли, корни пустили и дальше как не растете. Либо вам кажется, что вы достигли своего предела. Мне больше похоже, что это как личное дело, бизнес, да, ваша вот конкретная работа. Не на кого-то работая, а работая, например, на себя. Вот. На самом деле вы очень сильно ошибаетесь. Там такие яркие солнечные лучи и столько много места для роста. Здесь как что-то новое, может быть, как-то будете модернизировать свою работу, какие-то новые идеи будут приходить. Вам еще и расти, и расти. Вот. Это не предел, то, что вы имеете сейчас. Рост будет, и рост будет очень мощный на самом деле. Там и возможность, скорее всего, появится, и у вас как бы желание тоже, да, расти. Ну, конечно, все хотят иметь больше и лучше. А у вас прямо и возможность на это есть. Так что будете еще расти. Так, а здесь у меня какие-то люди, которые солнечный свет от вас закрывают. Ну, собой как бы закрывают. Сами греются, да, под солнцем, а вам места не дают, либо вас не подпускают. Ну, скорее всего, какие-то конкуренты. Конкуренты лютые, я так понимаю, да, вообще ничем поступаться, делиться не хотят. Но тут какая-то другая беда их постигнет. Здесь какой-то ветер странный будет дуть, и их прям как в этот ураган засосет, закрутит. Как надвигаются серьезные перемены, когда людей просто вот выносит со страшной силой. Особенно вот таких, как они, да, которые, ну, я так понимаю, маститы, монолитом стоят, вот ото всех солнце закрывают. Прям выносить их будет. Что-то будет меняться, что-то будет происходить. Я не могу сказать, что конкретно, но вот вижу, что страшной силой ветер их сносит. И тогда всем будет открыто место под солнцем. Мужчина хочет бросить якорь. Даже не просто хочет, он настаивает на этом. Типа, давай бросим якорь. Но бросить якорь – это узаконить отношения, сделать их более официальными, что ли, да, официально подтвержденными, чтобы вот прям было написано, да, что жена, муж. Прям такой настойчивый, то, может быть, он отказывался, либо, в принципе, игнорировал таких разговоров. А теперь он просто требует, чтобы вы поженились, чтобы узаконили свои отношения. Как требование, да, давай бросим якорь. Я настаиваю, я очень настаиваю. Для вас, конечно, будет неожиданно, но приятно, да. Так долго ждали, так надеялись, и вот, пожалуйста. Даже уговаривать не надо, да, он сам будет настаивать. Вот здесь показано, что вы от какого-то человека не ждете подвоха. То ли доверяете сильно этому человеку, то ли
прям уверенные, да, готовы поручиться за этого человека. Этот человек покажет свое истинное лицо, либо проявит свою истинную натуру. Очень неприятный момент, я бы даже сказала, такой момент разочарования. Но с другой стороны, это будет какая-то ерунда, какая-то мелочь, да, в чем-то несерьезном человек себя по-настоящему проявит. И у вас прям глаза откроются, и вы поймете, с кем вы имеете дело. И ну вот плохого я не вижу, что случится плохое. Да? Там какая-то мелочь, какая-то ерунда. Но человек себя по-настоящему проявит. Вам, я вижу, будет обидно. Обидно, что вы так верили этому человеку, да, в этого человека верили, какие-то ставки на этого человека делали. Вот казалось, что вот надежный, да, надежный человек рядом, окажется, что так. И ненадежный, и вообще даже не ваш человек. Прям скажете, фу-фу-фу, какая гадость. Прям какое-то чувство вот отвращения пойдет. И опять же, вот как горечь идет, горечь от разочарования. Ну, что поделаешь, да, все люди разные, на лбу что не написано, какой человек хороший, плохой, надежный, ненадежный. Многие люди носят маски, причем очень искусно носят маски. И пока не коснется какого-то дела, да, все люди как будто бы эти во знаки вопроса, да, ты не знаешь, кто хороший, кто плохой. Вот, себя не вините, вы хороший человек, вы по себе, скорее всего, судили. А то, что вам, ну, так не повезло, ну, извините, со всеми может приключиться. Так, а вот здесь вы не ждете сближения с кем-то, вот прям сблизиться, очень сблизиться, чуть ли не сродниться. Ну, судя по всему, вы знакомы, но то ли связи между вами нет, да, то ли общения нет. Вот как-то каждый сам по себе, каждый сам за себя. Вас что-то очень сильно сблизит и очень сильно сроднит. Причем в очень короткие сроки, в сжатые сроки. Там просто буквально там, за несколько часов, либо там, за пару дней. Да, прям очень близки станете. Какое-то событие, либо какая-то ситуация. Прям друг другу и надежда, и утешение. Вот так мне идет. Друг другу как помогаете. Хороший знак. То ли дружба, то ли пара, да, и так может отыграться. Так, а здесь показано, что у вас в руках огромный щит. Щит, которым можно ото всех и ото вся закрыться. Но это какая-то защита, либо способ себя защитить, обезопасить. Вас то ли кто-то научит этому, ну, то ли каким-то образом вы станете этим обладать. Да, опять же, вы все разные, у каждого будет по-своему. Но с появлением этого щита, да, это может быть как какой-то предмет, это может быть какой-то документ, как щит, и это может быть молитвенный щит. Но с появлением этого щита ваша жизнь прям не будет прежней. Вы себя прям очень уверенно почувствуете, уверенно и приятно, и не будете бояться будущего. Вот смело будете идти вперед. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.